Еще одно душевное теплое письмо мы получили из Рязанской области. Сегодня свой юбилей 2 пятерок встречает жительница поселка Сараи Рязанской области Бучака Лариса Евгеньевна. С торжеством жизни искренне спешат поздравить коллектив стоматологического отделения Сарайской больницы. 24 марта 1966 года в семье Литвиновых Евгении Алексеевны и Евгения Васильевича родилась долгожданная дочь. Мама, будучи работником торговли, отец работником, инженером сельского хозяйства, мечтали, чтобы дочь получила достойное образование. Старательная девочка, отучившись в школе, поступила в Ивановский медицинский институт. Еще в студенческие годы она повстречала своего будущего супруга, с которым в яркой молодости создали прекрасную семью. За 2 года до окончания института Лариса Евгеньевна стала счастливой матерью своей любимой дочери Алены. В 1990 году она закончила обучение в институте. Вместе с супругом, будучи молодыми специалистами, они начали свою трудовую деятельность в Сараевской районной больнице. Муж работал неврологом, а она – терапевтом. В 1994 году у них родился долгожданный сын Антон. Шли годы, дети выросли. Алена стала учителем, создала свою семью и на радость маме подарила замечательного внука Матвея, который стал отрадой и отдушиной для Ларисы Евгеньевны. Смышленый мальчишка подает большие надежды, с каждым днем все больше и больше радуя своих родных. Ну а Антон Сергеевич продолжил дело своих родителей. В 2018 году с отличием закончил Рязанский медицинский университет имени академика Павлова. И уже в 2020 году прошел ординатуру по патологоанатомии. На сегодняшний день успешно служит здравоохранению в столице нашей Родины, в городе Москве. Лариса Евгеньевна всю свою жизнь, всю любовь и ласку наряду со своими детьми подарила своей работе. Она практически живет в больнице, отдает все свои силы, стойко стоит на страже здоровья своих земляков, которые благодарны ей и относятся к ней с трепетным уважением. Лариса Евгеньевна работает в Сараевской больнице врачом-терапевтом, заведующей отделением, эндокринологом, заведующей поликлиникой. Безусловно, тащить все на своих хрупких плечах ей было бы сложно одной, а потому коллектив, который работает под ее подчинением, уверен в своем руководителе и готов поддержать ее в любую трудную минуту. За самоотверженный, добросовестный труд Ларису Евгеньевну наградили званием заслуженного работника здравоохранения Рязанской области. Многочисленные грамоты губернатора Рязанской области, главы района – это ее заслуженные награды. Она действительно человек медицины, где должны трудиться люди с огромным человеческим сердцем и широкой доброй душой. Помимо всех этих обязанностей, Лариса Евгеньевна – активист Народного фронта, является членом районного штаба «Единой России». Всегда жила и живет ради людей, ради жизни, которая каждый день она с удовольствием идет спасать. Это ее выбор, ее призвание, и мы гордимся, что выпала такая честь быть частью вашей команды, работать с вами в одной больнице. Уважаемая Лариса Евгеньевна, мудрая, светлая, понимающая, коллектив стоматологического отделения от всей души и чистого сердца поздравляет вас с этим светлым днем и желает вам новых побед, новых свершений, только приятных достижений и только решаемых задач. Пусть каждый ваш день начинается с искренней улыбки и хорошего настроения, а любимая работа не перестает вдохновлять. Мы вас очень ценим, любим и уважаем, ведь вы – опора нашего коллектива, его тыл. Пусть же ваше личное, огромное счастье будет вечным, таким, как ваша любовь к работе, а здоровье крепким, как ваша выдержка. Долгих лет жизни и достижения всех поставленных целей. Вы сегодня так прекрасны, так сегодня хороши. Нам позвольте с днем рождения вас поздравить от души, пожелать вам легких будней и приятных выходных, чтобы времени хватало на знакомых и родных. Пусть всегда работы много,
не приходится скучать, но вы можете умело всем задания раздать. Пусть удача будет с вами, в гору все идут дела. Пожелаем вам здоровья, счастья, радости, добра. Уважаемая Лариса Евгеньевна, вместе с теплыми пожеланиями примите и музыкальный подарок. С юбилеем вас! Будьте счастливы! Заслыша голосок, припомню я забытые свидания, три жертвочки березовый мосток, над тихою речушкой без названия. Прошу тебя в час розовый напойте хоть ко мне, как дорог край березовый в малиновой заре. Прошу тебя, в час розовый напойте хоть ко мне, как дорог край березовый в малиновой заре. Как дорог край березовый в малиновой заре. Ушла из сердца боль, исчезла речка вдаль, умчалась юность, но песня словно первая любовь, малиновская опять ко мне вернулась. Прошу тебя, час розовый напойте